Перемены к худшему в отношениях московского государства с Турцией и Крымом в первой половине 1730-х годов имели свою политическую предысторию. Россия нуждалась в возрождении южной торговли, и без полного подавления крымского конкурента ей обойтись было просто немыслимо. Во второй половине 17 века целью устремлений Москвы становится Крым и весь северо-восточный угол Черного моря. Россия предпринимается ряд походов, последний из которых, Второй Азовский 1696 года, оказался успешным. Держава Петра получила выход в Азовское море. Это был первый, но не последний успех российской южной политики. Отныне, как при Петре, так и при его преемниках, наступательная военно-политическая активность на юге приобретает долговременный характер. И это касалось как Крымского ханства, так и Турции. При Анне Иоанновне начало очередной наступательной волны на юге стало лишь вопросом времени. К ней готовились обе стороны, по возможности привлекая на свою сторону союзников. Для Турции это были Франция и Польша, для России – Австрия и Персия, враг Османской империи, которая как нельзя лучше подходила для ослабления турецкого срединного пространства. Но после катастрофы на пруте начались переговоры о новом русско-турецком мирном трактате. Крымский хан Девлет-Гирей II всячески этот диалог тормозил. Тем не менее, в 1712 году трактат был подписан. Кроме того, Турции были заключены иные договоры, направленные на мирное сосуществование с Россией и Польшей. С 1710 по 1720 год не отмечено ни одного большого похода крымских татар на север. Набеги больше не могли решать основную задачу, а именно ослабление южных территорий России с целью предотвращения агрессии против Крыма. Экономическая и военная мощь царской империи стала несопоставимой с потенциалом ханской армии. К первой половине XVIII века равновесие в крымско-российских отношениях было нарушено. Более многочисленный народ не устоял перед искушением агрессии в сторону соседа. Именно поэтому история Причерноморья на протяжении XVIII века все более заметно окрашивается в кровавые тона. За полвека, прошедшие с эпохи больших набегов совместно с Богданом Хмельницким и другими казацкими лидерами, в Крыму многое изменилось. Среди крымцев стали преобладать земледельцы, ремесленники, рыбаки и ранее не помышлявшие о многодневных конных походах и неверной и опасной прибыли от продажи угнанного полона. Абсолютное большинство крымцев свыклось с мирным трудом, а заперекопские ногайские орды, главная опора ханов в набегах, практически вышли из подчинения Бахчисарая. Социально-экономическое развитие меняло и внешнюю политику ханства. После Девлета ни один из гиреев не мог вести диалог с Санкт-Петербургом на равных. И в Петербурге Крым рассматривали уже не как постоянную угрозу, но как государство, представляющее объект агрессии. И чем более грозной становилась мощь России для ее северных и западных соседей, чем обеспечение ее граница с Австрией, Польшей, Литвой и Скандинавией, тем чаще взоры Петербурга останавливались на бескрайних просторах юга. Намерение России продолжать наступление по направлению к Крыму не было секретом ни для Запада, ни тем более для бахчисарайских политиков. Готовясь к предстоящей войне, Россия стала совершенствовать наступательно-фортификационную систему. Эта цепь крепостей и засек, созданная как опора для продвижения полевой армии на юг, протянулась на 1000 верст. Но защитных задач эти сооружения решить не могли. Как мы увидим позже, во времена грядущих войн крымские татары с легкостью прорывали эту линию. Сидящие в засеках и крепостях московские воеводы несли службу из рук вон плохо. Поляки, запорожцы и крымские татары относились к пограничной Москве как к не умевшей быть настороже. Российские стратеги искали способ нейтрализовать эту проблему
и привлекли к военным действиям против крымских татар калмыцкую орду. Для лучшего понимания калмыцкого фактора во время российских нашествий на Крым в 1735-38 годах необходимо ознакомиться с ситуацией, которая сложилась в первое десятилетие XVIII века на восточных территориях ханства. Дед Дандука Омбо, Аюка-хан, властвуя над многими калмыцкими племенами, поначалу сохранял формальное подчинение Китаю. Это длилось до 1673 года, когда он перешел в подданство к московскому государю Алексею Михайловичу. Но уже Петр I приравнял их к казакам, поставив каждому отцу семейства жалование размером в 500 рублей в год. Также было дано указание астраханскому губернатору с калмыками иметь доброе и ласковое обхождение, особливо отводить их от дружбы с турки, персианы, скрымцы и кубанцы, чтобы не имели дружбы и не делали никакой помощи. Из-за религиозных различий между калмыцкими буддистами и татарами-мусульманами и подстрекательства российского правительства сложились враждебные отношения между соседними народами. Это была почти постоянная война с Крымским ханством или его блокада. На протяжении десятков лет, вплоть до падения ханства, крымские татары считали калмыков своими самыми жестокими врагами. В результате интриг Дандук Омбо, опасаясь расплаты за предательство, бежал на Кубань под защиту ханского нуриддина Бахт-Гирей-Султана. Через год он вернулся и сверг отца. Однако удержать власть ему не удалось. Он отдался под покровительство крымского хана. Россия требовала его выдачи, но тщетно. Не помог и фирман турецкого султана. В ноябре 1735 года Дандук Омбо присягнул новому губернатору Астрахани и был официально объявлен главным калмыцкого народа управителем. Добившись своего, калмык распустил влиятельные советы старейшин и установил в степи некую форму абсолютного единодержавия. Возвышение Дандука связано с началом войны с Турцией и Крымом в 1735-1739 годах.